Ну, во-первых, курс доллара это же вам не такая же, вот как бы, скажем так, вообще любое предсказание, оно всегда, скажем так, не стопроцентно совпадающее какое-то событие. Даже в жизни не только доллар, а даже любое в жизни что-то предсказание, оно не всегда имеет место быть. Почему? Потому что, как и любое предсказывание, оно предполагает наличие извне каких-то, скажем так, изменений, дополнений, которые влияют в целом на вот это то, что вы предсказываете. Конечно, то, что вы предсказываете, есть какие-то, подгоняете их под какие-то стандарты, под какие-то экономические, скажем так, эволюционные законы, и вы ожидаете, что это может произойти. Но сегодня внешняя среда, она настолько турбулентна, настолько изменчива, что она может внести свои определенные коррективы, поэтому невозможно стопроцентно предсказать правильность того или иного вашего суждения. Поэтому и в доллар, что касается с долларом, это тоже очень серьезный такой момент. Да, можно сказать, что интервенция, допустим, со стороны Банка национального Кыргызской Республики определенной суммы долларов, оно, ну, допустим, не даст возможность подняться этому курсу доллара. Естественно, это вот есть определенный такой экономический подход, регулируемый подход, да, но здесь возможны какие-то другие изменения, дополнения, да, которые очень может повлиять на, допустим, извне приедут и будут здесь скупать доллары, или еще что-то, какое-то действие произойдет, что Россия откажется там, допустим, иметь с нами дело по рублям, по некоторым торговым позициям, она скажет за доллары, и доллар у них начнет расти. Естественно, это тоже повлияет. Ну, то есть, очень много моментов, которые извне не могут повлиять на, скажем так, курс доллара, и это невозможно сказать так вот и предсказать. Это вот во-первых. А во-вторых, если говорить о вообще курсе доллара, то мы должны понимать, что сегодня есть различные моменты, которые и события, которые влияют. Это в первую очередь вообще международная обстановка, которая у нас происходит в Кыргызской Республике. Вы сегодня видите ее. Во-первых, долгий процесс, вот этот, ну не долгий, а вот в условиях пандемии вся мировая экономика, она замедлила свой этот рост. В некоторых странах произошла рецессия, наоборот. И это все очень сильно влияло на стабильность, устойчивое развитие экономики. И плюс ко всему прочему, вот сегодня еще вмешалась такая ситуация во все мировые процессы, как спецоперация России в Украине. И в этой связи мы видим, что тоже очень сильно повлияло вообще в целом на развитие экономики, что в Европе, что в Америке, что на постсоветском пространстве. И это, безусловно, все имеет влияние на курсы и национальных валют. Но благодаря тому, что, допустим, Россия, она очень серьезно подошла к этому вопросу, и они, Национальный банк очень серьезно сыграл у них и не дал возможность взлету курса доллара. Какой-то первый момент, это в результате ажиотажного спроса, там, конечно, был подъем курса доллара, но потом за счет умелых действий они это все остановили. Плюс, ко всему прочему, мы видим сейчас в последнее время, у них даже это усилился курс рубля. Вы видели, как они подняли учетную ставку с 7,5% до 20%. Это вообще никогда такого не было. Это первый раз до 20%. Но благодаря предпринятым дальше результатам мы видели, что они ограничили вывоз долларовой суммы там наличных, безналичных. Мы видели, что они ограничили там еще ряд каких-то этих поставили, что торговлю вот именно через там банковские, через биржи ограничили продажу долларовых, да, ассигнаций.
И мы увидели, что за счет этого произошли какие-то изменения. И в итоге они даже уже снизили вот учетную ставку с 20, по-моему, они до 17% сейчас уже снизили. То есть это уже идет к прежним своим позициям. Ну, что касается экономики Кыргызской республики, давайте теперь в этих условиях посмотрим. Нам никто пока еще не отменял и не отменил нашу структуру внешнеэкономической деятельности, где 77% составляет импорт и 23% экспорт. А раз импорт, мы должны закупать продукты извне за доллары. Естественно, все время покупая вот эти продукции, нам нужны долларовые, скажем так, знаки, да, деньги. И где мы должны это брать? Ну, естественно, это здесь в республике мы должны закупать эти доллары. Но здесь почему у нас вот этот курс в какой-то момент даже снизился, и он опять сейчас набирает постепенно опять свою силу опять, рост доллара. Почему? Потому что по многим позициям, ну не многим позициям, по основным позициям Кыргызстан договорился с Российской Федерацией, что будет, скажем так, торговля через сом-рубль. И это даст нам возможность не задействовать большое количество долларовой наличности. Да? И это, естественно, оно сыграло какую-то роль и даже в психологическом плане, и в различных планах там, в экономике. То, что как бы такой ажиотажный спрос на доллар, он сразу стабилизировался. И поэтому, и плюс умелые действия нашего национального банка через интервенции, они не дали возможность росту доллара у нас в экономике нашей страны. Ну, показатели, которые влияют на курс, вообще рост, да? Ну, это в первую очередь, естественно, паника какая-то, ажиотаж, она всегда вызывает не только на доллары, там, на продукты питания вы видели, когда у нас сахар подскочил, там, мука подскочила в цене, масло подскочило. Потом опять они сейчас стабилизируются и приходят в свое опять, нормальное русло. Второе, это, естественно, ограниченность, скажем так, на рынке долларов. Оно, естественно, порождает некий такой ажиотажный спрос, и это оно вызывает потребность в нем. Это тоже одна из таких причин. Теневая экономика, она, как бы сказать, что теневой оборот, он всегда есть, был, но не знаю, насколько сейчас это предсказать очень тяжело, но я же сказал, что Россия за счет умелых своих действий, они ограничили вывоз долларовой наличности вообще из России. И это коснулось наших мигрантов тоже. Почему? Потому что раньше они высылали через всевозможные платежные системы доллары, а когда запретили, и максимум там, что можно было там до 10 тысяч долларов, естественно, до этой суммы могли выслать, а больше нет. Но это до 10 тысяч долларов, оно как бы нам, наши, скажем так, рабочие, ребята, которые там трудятся, они-то 100 тысячами, 200 тысячами не высылают, но эти деньги поступают, и они тоже внутри как бы дают возможность, что есть некая наличность долларовая у нас в республике. Это тоже, в свою очередь, влияет на такой стабильный курс доллара у нас в стране. Плюс то, что там была договоренность через сом-рубль, и, естественно, у нас поток пошел здесь и рублей. Естественно, и наши ребята тоже стали высылать рублей. И здесь скупка и рублей произошла, я думаю, Национальный банк этим вопросом занимается. Так что оно влияет, как бы некая такая, скажем так, ситуация, которая влияет тоже в этой связи на курс доллара также. В любом случае здесь пока спецоперация в России, она будет продолжаться, и
А пока вот эта позиция, скажем так, будут действовать россияне в таком же русле, как и вот сейчас, то есть ограничения. Ну, они вроде бы послабления делают доллару, некие такие, но я посмотрел, это не особо сильно. И я посмотрел даже то, что в России, ну, почему в Россию мы сегодня смотрим? Потому что раз в рамках ЕС мы очень сильно зависим от как бы российской экономики. И мы видим, что даже многие люди, доллары для них требовались для покупки квартир там, и так далее. Я вот сейчас посмотрел, даже вот в этом русле, изучая экономику России, смотрю, что здесь как бы упал спрос вот в этом направлении тоже, и даже и в аренде, там, и в бизнесе, везде. И я думаю, что такая прям сильная вот потребность в долларах у них пока нету. И, естественно, когда у них это было бы сильно, то они бы, естественно, везде на постсоветском пространстве скупали бы эти доллары бы. И, естественно, какой-то ажиотаж они бы вводили бы, да, на просторах СНГ. Этого пока сейчас нету. И то, что мы договорились, будут вестись по сом-рубль, это тоже очень нам как бы делает нам очень хорошую поддержку. Плюс вот то, что россияне сейчас заставили всех, чтобы у них выкупали за рубль вот эти нефть, газ, это тоже вот как бы психология, да, энергоресурсы, психологический такой фактор имеет. Я поэтому думаю, резкого такого скачка в долларах не будет, но он такой вот будет перманентный такой вот, будет подниматься, опускаться, но где-то в пределах вот этих цифр и до 90, может, он будет, да. Почему? Потому что сейчас нам невыгодно вообще, чтобы курс доллара поднимался. Почему я говорю? Потому что, во-первых, это оплата нашего внешнего долга, которая вот в этом году она очень большая, и мы все эти оплаты производим в долларах, поэтому для государства выгодно будет держать этот курс в этих пределах 87, 89, ну максимум 90, да, чтобы и поступающая наличка и вообще деньги в долларах, чтобы они вот в этом курсе были высоко не скакали, потому что нам скачок, вот если вы заметите, 10 сомов, вот это то, что курс, да, разница произошла, оно сразу бьет, что мы дополнительно 30 миллиардов сомов должны доплатить по внешнему долгу. Можете представить, это огромные суммы. Поэтому государство будет держать вот в этом русле, плюс основную часть продуктов питания, которые составляют нашу вот эту продовольственную безопасность, мы договариваемся с Россией выкупать через сом-рубль, и я думаю, здесь тоже, ну, как бы долларовой наличности. А сегодня мы видим, что большинство людям важно не как одеваться, там, покупать дорогие вещи там и так далее, а сегодня больше вопрос стоит, как бы, ну, продукты первой необходимости. Хотя наше государство поднимается, заработные платы, да, все это, но и мы видели, какая инфляция произошла, это 11,2. А сегодня мы вообще, Всемирный банк прогнозирует инфляцию до 18%. Можете представить, это огромная сумма, Поэтому вот здесь в этих условиях курс доллара, я думаю, он не выгоден, имеется в виду для государства, чтобы он поднимался. Поэтому государство будет все усилия делать. Это вот в этих пределах он и будет до 90 сомов за доллар.